Люди с инвалидностью не просто профпригодны, они способны успешно работать в самых современных компетенциях. Это уже в 7-й раз доказывает чемпионат профмастерства «Обилимпикс». Региональный этап в этом году проходит сразу на 8 площадках, как в самом Сыктывкаре, так и в Выльгороде. На протяжении 2 дней 160 участников – это не только уже готовые специалисты, но и школьники, и студенты покажут свои умения по 25 компетенциям. А самых интересных из них Елена Кононова. Первым делом инструкция, после к делу. Перед участниками нелегкая задача – диагностировать компьютер, найти неисправности, разобрать и собрать новый. Времени в обрез. На каждый этап не больше получаса. Третьекурсник Вячеслав Проноза с первым заданием справляется быстро. Находит сразу 4 ошибки. В жестком диске было что-то не так. Азу память. Материнское платье было нарушение какое-то. В этой компетенции свои умения показывают будущие мастера по ремонту компьютеров. Ежегодно по этому направлению политехнический техникум выпускает в среднем 15 человек. Все успешно трудоустраиваются. Это у нас с 1, 2, 3 курса выбрали студентов, которые вот самые лучшие, да. Но вот что вот этот конкурс им даст, я вот хотел бы сказать, что они здесь в этом конкурсе покажут свои умения, навыки, практически какие-то знания покажут, да. И я считаю, что этот конкурс нужен. Почему? Потому что они здесь еще будут отрабатывать практические навыки, которые в будущем профессии им пригодятся. А здесь участники Обилимпикса показывают свои навыки, уже сидя за компьютерами. Создание обложки для журнала, обработка изображений в фотошопе, изготовление рекламного проекта. Работа для студентов техникума привычная. Третьекурсник Владислав Мальцев уверен, за час презентацию осилит. Каждый день готовились с Юлией Андреевной. Она меня готовила. Понятно. Насколько ты уверен в своих силах? Уверен в своих силах. Да, уверен. Светлана Маркова здесь незаменима. Сурдопереводчик нужен участникам, у которых проблемы со слухом. Таких здесь немало. Помощник то и дело переходит с одной площадки на другую. Все участники чемпионата с особенностями здоровья. Но это ничуть не мешает им показывать высокие результаты по своим компетенциям. Поднимаем руку и говорим о том, что вы готовы. Эта площадка на базе Сыктывкарского колледжа сервиса и связи. Здесь будущие кадровые специалисты и архивисты. На время нужно подготовить служебную записку, приказ, архивную справку. Бывший выпускник СУЗа Александр Воеводин теперь студент СГУ. В чемпионате свои силы пробует впервые. 2 года я учился, и как-то программа была такая насыщенная, и постоянно учился, на это не хватало времени. Ну и куда же без царства красоты? Компетенция, прикладная эстетика. Для этих девочек не совсем привычное дело, так как учатся они на специалистов документационного обеспечения управления. А это, так сказать, дополнительные навыки. Вдруг пригодятся. Косметический уход за лицом, телом, массаж, питательные маски. Это тот сервис, который всегда востребован. С разными средствами, при помощи скраба, с маслом, потом маска для спины и крем. Это уже 7-й Обилимпикс, который приходит в Коми. И что отрадно для всех, он очный. Только так можно почувствовать азарт чемпионата и осознать, что для людей с особенностями здоровья на самом деле практически нет преград в профессиональном росте. Для школьников это площадки проводятся на базах профессиональных образовательных организаций. Они могут сюда прийти, посмотреть, где в дальнейшем им можно будет учиться. И это для них профориентация. Для студентов, вот я как уже сказала, это соревнование, это возможность показать себя, заявить себя. Если ты вышел в лидеры, значит выйти на национальный уровень и показать уже там, а в этом году у нас будет и отборочный, и национальный чемпионат. А для специалистов, если он не трудоустроен, то есть возможность трудоустроиться, найти себя. Кстати, работодатели тоже на чемпионате в качестве экспертов. Знают, здесь на Обилимпиксе всегда можно присмотреть для себя молодого ценного сотрудника. С 2016 года количество участников увеличилось 9 раз. Появляются и новые компетенции. В этом году их 3 – сетифермерство, дизайн плаката и лазерные технологии. За 2 дня более 160 участников покажут свои навыки и умения в робототехнике, в резьбе по дереву и столярном деле.
и многих-многих других направлениях. Имя лучшего станет известно 18 марта. Елена Кононова, Алексей Баршаков, телеканал Юрган.